Кукмара – толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара – удобная посуда, вкусная еда. Здравствуй, Святая Русь! Здравствуй, Русь-матушка! Как всегда, в эфире высокорейтинговая передача «Кулинарная азбука». Сегодня мы откроем ее на букву «Б», потому что на носу «М». Готовить будем блины, потому что на носу Масленица. Масленица – древний славянский праздник, пришедший к нам из языческой культуры и сохранившийся в России после принятия христианства. Это озорное и веселое прощание с зимой и встречи весны. Люди испокон веков воспринимали весну как начало новой жизни и почитали солнце, дарующее жизнь и силы всему живому. Основным блюдом на Масленицу являются блины, которые пекут каждый день с понедельника. Блин издавна считался символом солнца, поскольку он, как и солнце, желтый, круглый и горячий. И люди верили, что вместе с блином они съедают частичку его тепла и могущества. В древности Масленица была связана с днем весеннего солнцеворота, праздника, отмечаемого многими народами как праздник рождения солнца. Ставим для начала тесто для наших блинов. Наливаем молока, муки. Я делаю всегда все на глаз. Когда я начинаю задумываться, сколько мне чего положить, я тут же забываю, как это готовится. Замешиваем это все венчиком. Мы празднуем Масленицу на этой неделе. Надо обязательно в Масленицу есть традиционные блюда. А что может быть традиционнее в Масленицу, чем блины? Это символ солнца. Бог Перун, Ярила солнца, что-то в этом роде. И блинов надо есть много. Столько, сколько раз собака хвостом вильнет. Так говорили в старину. Обязательно кладем яички. Яиц не должно быть очень много. На это количество кладу примерно 2 яйца. Добавляем немножко соли. И добавляем дрожжи, разведенные в теплой воде с сахаром. Я всегда использую дрожжи, причем живые. Сухие дрожжи я не признаю. Живые натуральные дрожжи. И у нас блины будут с ними очень вкусные, пышные и просто замечательные. Все, наше тесто готово, пусть поднимается. Одно из важных звеньев приготовления блинов является сковорода. Сковорода должна быть очень удобная и хорошо проводить тепло. Должны быть низкие бортики у нее. Вот, солнечный блин. Надеюсь, он будет у нас не комом. Мы сегодня будем готовить праздничные блины с различными прослойками. Это будет у нас слоеный пирог. Переворачиваем блины. Блины можно готовить в печи, можно на плите, можно даже пожарить на костре. Если получится, с блинами можно делать различные фокусы. Тройной тулуп. Каждый день на Масленицу называется по-разному. И есть такой день разгуляй, когда нужно съесть больше всего блинов и наесться так, чтобы потом можно было легко, как говорится, голодать в течение полутора месяцев. Ну вот все, наш последний блин испечен. На самом деле приготовить блины дело не хитрое. Но чем наши блины отличаются от обыденных, то что они у нас праздничные и будут с разными рыбными начинками. Для наших блинов мы будем использовать разные виды рыб. Белую рыбу, масляную, семгу, горбушу. Выкладываем блин и не плотно кладем на него рыбу. Почему не плотно? Потому что у нас блины с рыбой, а не рыба с небольшим количеством блинов. Главное сохранить пропорции. Первый слой положили семги, второй слой я кладу соленые горбуши. Это вы можете делать вполне произвольно. Вот, и кладем слой белой рыбы. Икрой прослаиваем обязательно. На Масленицу надо делать стол богатый. Это традиционный старинный рецепт. Философия блинов сводится всегда к икре. Как говорится, на поле русском еда становится с закуской. И повторяем, снова делаем эти прослоечки.
Сейчас мы все это уложим, зальем сметаной и поставим в нашу печь. У нас будут запеченные блины со сметаной, икрой и разной рыбой. Да, вот, кстати, важный момент. С икрой не надо долго держать блины, икра может помутнеть. Не больше 10 минут. И последний как раз слой икорочки. Так, сейчас все это смазываем слоем сметаны. Сметана может быть жирная, может быть не жирная. Какая у вас есть в холодильнике, не стоит уделять большое внимание рецепту. Если мы сороконожка, когда ее спросили, как она передвигает столько ног, сразу же разучилась ходить. Так что у вас есть, делайте из того. И у вас все получится. Это вам я, Костя Рыжайкин, говорю. Вот что у нас получилось. И теперь это сооружение мы ставим в нашу печь на 5-10 минут. Наш блинный пирог готов. Сейчас мы его отрежем от него один сегмент и посмотрим, что там внутри. Так, внимание. И украсим оставшуюся часть такой розочкой из лосося. Вот, что мы сегодня приготовили. Напоминаем, что наш праздничный пирог состоит из блинов, приготовленных из дрожжевого теста. Каждый блин мы проложили начинкой из семги, горбуши, белой рыбы и красной икры. Пирог залили сметаной и запекли в духовке. Попробуем, что у нас получилось. Отличное блюдо. У меня все получилось. Получится и у вас. Поздравляю всех с Масленицей. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас.